С Новым годом, друзья! Мы опять с вами на нашем знаменитом крестьянском рынке. Самый холодный рынок в мире. А все почему? Потому что нам надо с вами добить тему якутских деликатесов. В прошлой серии вы мне в комментариях очень много написали. Сними про индигирку, сними про это. На якутской кухне очень много деликатесов. Почти все блюда, они являются деликатесами для тех или иных народов. Ну и для нас, самих себя, с такими ценами. Кстати, слышали, да, читали, что салат индигирка попала в топ самых несочетаемых блюд в России. В топ-20 попала она. Не знаю. Там что, люди с ума посходили. Это же самое вкусное. Мы сегодня опровергнем это. Пойдемте, я вам покажу, из чего она делается и как это делается. Рыбки подешевели, нет еще? Друзья, как вы видите, цены после Нового года немножко подскинулись. Это всегда так, потому что начали приезжать машины уже своим ходом. Это уже влияет на цену. Наша задача сегодня купить максу. Макса – это очень такой деликатес Якутии, самый-самый. Даже многие местные жители об этом не знают. Это печень налима. По сравнению с максой, фуагра нервно курит где-то в сторонке. А макса сколько стоит? 2500. 2500. Ужас. Друзья, лайфхак. С такими ценами на максу лучше приобрести вот такого примерно размера налимчика по 250 рублей за килограмм. И там самому взять из него печень. А сколько там примерно печень выйдет? Нужно меньше килограмма, наверное. Смотря какой размер. Если большой будет, ну там может килограмм будет, да? Ну, тут где-то грамм 300-400, наверное, печени будет, да? Да, где-то так. Но нам хватит для нашего рецепта сегодня. Можно мне эту рыбку взвешивать? На 912. На якутском рынке крестьянском волшебная коробка есть такая. Чтобы от холода уберечь эквайринг. Все, согревается она. Клиентоориентированность называется. Сейчас мы его так шук-шук-шук. Ребят, напишите в комментариях стоимость этой рыбы примерно, хотя бы. Кто что думает, сколько она стоит. Рыба называется нельма. Сколько? 30 выйдет, да? Нет. Нет? 19 всего? Дешево. А сейчас сколько стоит нельма за килограмм? Что-то я смотрю, нельмы так не так много, да, на рынке? Там чуть-чуть. Спасибо вам, всего доброго. Мы сейчас идем на распиловку и будем доставать отсюда печень. Хорошей торговли вам. А кукла сколько стоит? Кукла? Кукла за 7. С кровью, да? Ага, харта есть. Язык оленины есть. О, ничего себе. Печень оленины. Вот это верхоянская Это очень жеребятина. деликатно. Видите? Тут совсем Да, другой. да, жир совсем Это чураптинская. розовый. Вот что отличает. Кормовая база другая. И вот так четвертинками. Еще в Якутии, ребята, очень популярная услуга распиловка мяса. Это обычное такое устройство пилорамное, можно сказать, где распиливают мясо. Видели, да, как аккуратно все куски на рынке распилены, разложены. Пойдемте нашего налима тоже распилим. Печень же где-то здесь у него? Здесь, да? Ну тогда вот так режем. И остальное на стейке. Дик-дик-дик-дик. Вот она, печень. Вот так идет. Ага. 2 минуты делов, и все готово. Будем жарить и печень будем кушать. Спасибо вам. Всего доброго. Сегодня нам понадобится жеребятинка, ойогос, кровяная колбаса, рыбка, икорка и, конечно же, макса, печень налима. Прям вот так оставим в кастрюльке, чтобы чуть-чуть отошла. С пакета убираем, подсаливаем и отправляем вариться.
пообщались, может, пошли готовить. В первую очередь надо делать что? Надо поставить вариться. Как вы там в комментариях не писали бы, но я же говорю, мы иногда что-то и варим. Этот деликатес называется кровяная колбаса. Хан. У тюркоязычных народов, у многих народов есть такое блюдо, хан называется. И в разных интерпретациях используется она. Но единственное у народов Саха осталось это рецепт, как бы сказать, в оригинальном виде. Потому что в связи с какими-то религиозными, какими-то современными восприятиями многие народы убрали из этих рецептов самый главный ингредиент – кровь. А в этом рецепте она кровяная колбаса, хан называется, кровь и молоко, перец, соль. Я начинаю его варить на медленном огне и потом в конце чуть-чуть добавляю огонь. А вы как его варите? Ну, у меня иногда она лопается. Друзья, мы отправили хан вариться. Теперь наша задача достать из налима печень. Операция. Делаем разрез. Вот он. Дорогостоящий печень налима. Фуагра, я же говорю, где-то нервно курит. Достали. Теперь печень надо отделить от внутренностей. Эта работа намного сложнее, чем потому что печень налима очень жирная, она, видите, даже не замерзает так хорошо. Надо быть аккуратнее. Желчью. О, достали. Достали. Тут еще осталось. Божественно. Шикарно. Нам надо теперь этот печень вынести на улицу. Все, мы достали печень. И как все в Якутии, все делается максимально просто. Видите, она замерзшая, но она настолько жирная, что режется очень просто. Мы сыроедствуем. Некоторые комментаторы пишут, что мы дикари. А вот печень, которую в цивилизованном мире печень фуагра люди кушают, они как... Вы знаете, как кормятся гуси? Чтобы печень у них жирная была. Так, и соль, перец. Все по классике. Можно его абсолютно вот так есть, но соль и перец вот чуть-чуть прям. Просто во рту тает. Настолько мощный продукт. Просто не описать словами. Я могу только аналогию привести с фуагрой. Фуагру там пробовал один раз. Вот. Надо попробовать печень, пожарить как фуагру. Посмотрим, как получится. Как-нибудь сделаем рецепт. Так, в сыром виде, замороженном. Самый топ. У нас главный актер прошлой передачи. Вот про что я и говорил. Заворачиваешь пленкой пищевой, и она свои вкусовые качества не теряет, спокойно хранится, не обветривается, все в свежем виде. Обязательно перед началом любого блюда несколько кусочков себе строгаем, чтобы поесть. Животик жирненький. Соль, перец. Обязательно. Без строганины никак у нас. Сейчас мы выключимся, через минуту вернемся. Несколько минут прошли очень быстро, как видите. Для нас очень продуктивно. Что ж, начинаем индигирку. Для этого мы режем лук кубиками. Берем рыбку и отрезаем с него вот так. Раз, два кусочки. И вот эти кусочки так. Нам надо рыбки тоже порезать кубиками.
Мы это дело солим, перец и обязательно растительное масло. 2 столовые ложки достаточно будет. И вот размешиваем. И вот это, друзья мои, классический рецепт салата индигирки. Где-то она 5-минутка называется, где-то сугудай, но это у нас индигирка. Классический салат индигирки. Но я еще доработал. Она и так вкусная, но еще я доработал этот салат. Сейчас я покажу как. Доработка моего салата индигирка очень простая. Я туда добавил еще Максу. У Макса очень нежный, сливочный, такой божественный вкус, что она очень хорошо дополняет, мне кажется, индигирку. Тоже режем на кубики. Стараемся минимум воздействовать руками с продуктом. И все это перемешиваем и добавляем красной икры. Такой у меня на новогоднем столе в первую очередь заканчивается. И будем икры жалеть. Так она выглядит. Ой, на вкус просто. Это сказка. Наш следующий деликатес — это ойогос. По-простому жеребячие ребрышки. Нам нужна пакет для запекания, картошка, морковка, луковица и ребрышки. Очень все просто. Пилим их так, на такие куски. Это настолько вкусное блюдо, что у меня как-то... Как этих людей называют, которые мясо не едят? Вот такой человек у меня даже заел мясо. Вегетарианец. Видите, очень вкусно, красиво. Теперь их надо посолить, поперчить. Все люди ждут сезон забоя жеребятины, чтобы в первую очередь приготовить себе ойогос в духовке. Просто перец свежемолотый и соль. Переворачиваем. В ступке дело быстрее происходит, оказывается. Все туда выгружаем. С овощами тоже просто крупными дольками. Картошку можно вообще напополам. Лук можно тоже добровольно, как хотите. Для запекания такой кусок можно хватит. Теперь с одной стороны завязываем. Берем противень и все это туда. Выгружаем. Лук туда же. Так, овощи надо посолить. Завязываем второй конец. Надо, чтобы овощи снизу оказались и мясо сверху. Примерно вот таким образом. Жеребятина, она очень такая, ну, как бы блюдо очень простое. Положил и в духовку. Но стоит не забывать об этом, что жеребятина это очень нежное мясо, и при 180 градусах хватает буквально полчаса. Все, отправляем в духовку. То, что я говорил, ребята, у меня кровяная лопнула. В связи с чем это происходит, не знаю. У меня через раз, честно говоря, получается его нормально сварить. Ну, я вижу, что она у нас сварилась. Надо дать ей немножко остыть и будем нарезать. Так. Это вытащить. Это тоже можно будет съесть. Вылавливаем это все. Обычно... Ой-ой-ой, черт. Красиво хотел. Обычно кровяную колбасу подают вместе с хартой. Это все как бы из внутренности жеребенка делается. Украсить так. Это тоже
Этот деликатес, ребята, готовится тоже очень просто. У меня на канале есть рилс про это кровяную колбасу. Это кровь жеребенка, молоко, соль, перец. Все это заливается в жеребячие кишки, завязывается и потом вот варится, и получается вот такой вкуснейший деликатес. Очень нежная. Идем дальше. Достаем самую главную еду. Ах, как она пропеклась. Буквально чуть-чуть по времени, все как готовенькое у нас. Просто аромат. Какая красота. Человек, который не пробовал, будет завидовать. Кому пробовал? Кто пробовал, сам себе будет завидовать. Вот так, наверное, в ресторанах тоже также подается кусочек картошки, морковки. И вот так ребрышки. Это блюдо обязательно украшается, так сказать, еще одним якутским деликатесом. Это дикий зеленый лук, который у нас на круглый год храним в морозилке. Дикий зеленый лук имеет особый вкус, подчеркивает, к мясу очень подходит. Почти праздничный стол соберем сейчас. Заносим. Друзья мои, вот наши деликатесы, которые мы сегодня приготовили. Это салат индигирка, кровяная колбаса Макса и жеребячие ребрышки в духовке. Сейчас на десерт у нас будет еще один деликатес. Якутский десерт, очень классический, очень вкусный, я его обожаю. Делается очень просто, мега. Как и все блюда на севере, все блюда готовятся максимально просто. Берется свежие замороженные ягоды. В нашем случае этот рецепт работает только с брусникой. Круглый год в каждом доме Якутии есть брусника в замороженном виде. Дальше берется и вот поливаем сгущенкой. И все, десерт готов. Попробуйте, если у вас есть брусника. Это очень вкусно. Сладость сгущенки и кислинка брусники, они во рту, когда замороженная брусника лопается, какие-то шикарные процессы химические происходят. И вот такой у нас сегодня деликатесы Якутии, часть 2. Ну что ж, друзья, на этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Как я ранее говорил, на севере, на якутской кухне она максимально простая. То есть замороженные продукты как-то в сыром виде, или даже если это приготовленные, это максимально простые блюда, но тем не менее оно очень вкусное. Это связано с тем, чтобы закон сохранения энергии. Там человек, чтобы максимально сохранял свою энергию в нужном количестве, и все блюда. Даже вот строганина имеет такое свойство согревающее. Если в холоде, как люди едят мерзлое мясо, мерзлую рыбу, говорите. А вот если покушать строганину в холоде, у тебя там начинается изнутри как-то тебя согревать. Поэтому кушайте много, кушайте вкусно и ставьте лайки. Буду знакомить вас дальше якутской кухней. Пока-пока. Божественно.